В разгар эпидемии по коронавирусу весь мир столкнулся с большой проблемой нехваткой медицинских масок. Отсутствие одноразовых медицинских масок в аптечной сети привело к тому, что на помощь району пришли местные производители, которые начали массово шить многоразовые маски для защиты от коронавируса. Илишевские мастера за несколько часов готовы сшить многоразовые маски из плотной хлопковой ткани. Заказы принимают на взрослые и детские изделия. После одного использования достаточно просто постирать и проутюжить, и можно носить маску снова. В ателье «Элегант», который находится по адресу Коммунистическая, 21, на сегодня есть и готовые маски, также ведется прием заказов. Бүгінгі күніне 700-800 маска тігілі как минимум. Бірінші ширатта обеспечиваем население. Қазір уже бір кішінің де маскасыз кеткені жоқ. Ілік күтіп тұрып алсалар тіккені. Қазір уже бүгінгі күнде келелер, алып кетелер. Маскаға ширатта тұру жоқ. Организациялардан заказ алып ішлейбіз, пожалуйста, 100-150 штукны бір күн, 2 күн ішінде тігіп береміз. Балалар үшін түрлі модельлер тігіле башлады. Детскийлар от 3 месяцев даже. 3 айлық, 6 яшлік, 1 яшлік, 3 яшлік балалар үшін тоже детские модельлерде была, пожалуйста. 100% хлопоктан тігеміз, утюгларға обрабатывать была. Магазин «Ритм» также до разгара пандемии занимался пошивом штор и ремонтом одежды. Теперь же основные силы брошены на производство многоразовых масок. Біздің магазин, «Ритм» магазина электрик рәвештә эшләй. Бүгінгі күні біз бик күп кенә эшләр алып барабыз. Халыкка материалдан маскалар тегәбез. Халыкка материаллар ибәрәбез маска тегәргә. Шул яктан әйтәсем килә, без ашыкбыз. Халыкның маскаларның хаклары бездә кыйммәт түгел. 40 сумнан башлана. Бүгенге көне заказларыбыз бик күп. Шулай бүгенге көне біз 200 шамасы маска тегәбез. Көндәлек 200 маска безнең үтә бара, шуңа күрә җиткереп барабыз. Бүгенге көндә складларыбызда порядка 10 меңлек маска тегәрлек материалыбыз бар. Шуңа күрә кайгырмагыз, барыбызга да җитәчәк. Можете килергә алырга. Одними масками от вирусов и бактерий не спастись. Минздрав предупреждает, что специфические средства профилактики коронавируса не разработаны. Но в целях воспрепятствования передачи возбудителя инфекции рекомендуется мыть руки, обеззараживать воздух и обязательно проводить дезинфекцию. По данным Роспотребнадзора, коронавирусу имеет низкую устойчивость к дезинфицирующим средствам. Поэтому для профилактики и борьбы с инфекциями следует проводить профилактическую и очаговую дезинфекцию. В целях профилактики коронавирусных болезней, именно в целях защиты от нее, нашей организации, это ОМФЦ, были сделаны закупки на антисептические средства и дезинфицирующие средства. На сегодняшний день у нас имеется перекись водорода 3%. Цены варьируются от 20 рублей до 200 в зависимости от миллилитража. Также есть у нас дезинфицирующие средства непосредственно для дезинфекции больших помещений, также для дезинфекции автодорог и общественных мест. Также имеются и универсальные средства для мытья, так же как и стен, также полов. Так, перекись водорода у нас уже, как я уже сказал, что будет выпускаться от 100 мг до 4 литров. У нас на сегодняшний день поставка обеспечена в полном объеме. По идее, должно хватить всем желающим. Пожалуйста, можете прийти в здание Росгосстраха и закупиться.